Пока это только котлован для школы, рассчитанной на 250 мест. Здесь трудятся десятки рабочих, чтобы закончить все в срок. Роют котлован в 5 метров глубиной. Сейчас в основном дело за техникой. Работы начали всего несколько недель назад. Территория со сложным грунтом, высоким уровнем вод. Поэтому сейчас рабочие заняты устранением этой проблемы. Будем откачивать воду, если она будет накапливаться, специальными средствами. И основное заложенное решение проектное наше – это замещение грунтовой подушки песчано-гравийной смесью. Как раз она позволит нам усилить несущую способность грунта и впоследствии произвести устройство железобетонной монолитной плиты и каркаса здания в дальнейшем уже. Повлияет ли это на качество строительных работ? Ни в коем случае. Произведены соответствующие расчеты проектировщиками, заложены специальные решения. Все это в комплексе позволит нам выйти на нужное решение. Здесь будут созданы все самые современные условия для детей. Здание школы запланировано трехэтажным, с пристроенным одноэтажным корпусом. 30 кабинетов, актовый зал, библиотека, медблок, а также столовая на 100 человек. Сейчас рабочие частично ведут вертикальную планировку территории. Архитектурно-планировочные решения, заложенные в этом проекте, обеспечат удобство и комфорт для учащихся и учительского состава. В ближайшую неделю рытье котлована. Продолжать. Выйдем на дно котлована, проектную отметку. И устройством будем заниматься песчано-гравийной подушки уже здесь на месте. С уплотнением послойным, все как положено. Объект возводится по нацпроекту образования, заказчик Минстрой. Территория школы охватит 12 тысяч квадратных метров. К слову, возводит здание на месте старой второй. Это здание 1957 года постройки. Училось здесь свыше 200 человек, когда как сама школа рассчитана на 100 учащихся. Основные проблемы с образовательным процессом здесь возникают из-за отсутствия библиотеки, спортивного зала и оснащенного пищеблока. В скором времени рабочие планируют снести старую основную школу и возвести новую, а также благоустроить прилегающую территорию. У Мадины Татриевой в этой школе обучались все дети. Старшие уже в университете, но вот младшей девочке осталось учиться еще 3 года. Она с нетерпением ждет открытия нового общеобразовательного учебного заведения. Уютно, да, класс в 3 смены. Деш ахбезы школар, в классе дук бир школар, так что тесно холор класс, а так Бог учитываешь, жди халара, справляться дур. В 2 смены в крайнем случае. Дешишь халч, берешь то ахтамади, 5 делаешь матчицы дуа, уже холор берешь, 3 смена, деш дяхкач. Цена ахтаху должен хитсунс. Строительство еще одного общеобразовательного заведения решит вопрос с перегруженностью и ликвидацией 3- и 2-сменки, отмечают в местной администрации. На реализацию проекта выделено свыше 215 миллионов рублей. Сдать новый проект планируют до конца 2023 года. В этом году сдаются новые школы, то есть одна новая школа строится, одна реконструируется старая, то есть там дополнительные посадочные места. Вот эта школа 3-я, которая у нас строительство в настоящий момент идет, то есть начата, да, в настоящее время, школа на 250 мест. И предусмотрено также у нас начало строительства еще на Выгонной улице, начато строительство еще одной школы на 700 мест также. Поэтому, в принципе, ситуация как бы со школьными местами выравнивается. Нацпроект образования направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Так, по задаче, поставленной президентом страны, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Хавгазикова, Ахмед Горбаков, Новости 24.